В эфире информационная программа «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. С вами Марфирина Алексеева. Добрый вечер. В Якутске завершилась работа первого дня форума «Малая Родина. Сила России». Событие собрало сотни участников. О чем они договорились? В преддверии Нового года инклюзивная мастерская готовит праздничные сувениры. Расскажем об национальных статуэтках. 34-й отряд добровольцев «Ботур» отправляется в зону проведения СВО. Согласно традиции, проходит и встреча тех, кто уже вернулся с передовой. Прошел финал республиканского конкурса «Шаг в будущую профессию». Чем удивили молодые ученые? В московский Кремль доставили главную новогоднюю елку страны. Расскажем о 26-метровой красавице. Завершилась работа первого дня деловой программы третьего Всероссийского муниципального форума «Малая Родина. Силы России» в Якутске. Событие собрало сотни участников, в том числе свыше 200 глав муниципалитетов со всех уголков нашей необъятной. О чем договорились участники форума, расскажет Саргалана Неустроева. Впервые Якутия принимает гостей и участников Всероссийского форума «Малая Родина. Сила России». Наши арктические края для его проведения были выбраны не случайно. Как отметил заместитель начальника управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев, Якутия – активно развивающийся регион. Как не здесь обсуждать тему пространственного развития, где республика протянулась с севера на юг на 3000 километров, с востока на запад тоже 3000 километров, более 3 миллионов квадратных километров. И те аспекты, которые можно подчеркнуть здесь, те практики, которые связаны прежде всего и с климатическими условиями, позволят другим нашим уголкам нашей страны подчеркнуть и внедрить у себя что-то. Более того, во многих вопросах наши главы могут выступать по-настоящему передовыми экспертами, уверен мэр Якутска Евгений Григорьев. У нас сотни километров централизованной системы отопления, водоснабжения, тысячи километров электроснабжения. И все это дело, конечно, нужно синхронизировать и правильно работать. Поэтому с точки зрения жизнестойкости такого крупного населенного пункта в зимний период времени, в условиях экстремальных температур, здесь мы, конечно, наверное, обладаем большей экспертностью, чем коллеги в силу своих размеров и климатических особенностей. Другие регионы, напротив, передовыми практиками не отличаются и во многом полагаются на опыт других коллег. Например, Ямало-Ненецкий автономный округ. Как признается глава Пуровского района Кирилл Трапезников, на форум он прибыл с надеждой именно перенять успешные практики. Впрочем, и им есть чем поделиться с нами. Тем более регионы во многом похожи. Я представлю практику строительства нового микрорайона с теплым названием «Южный». Особенно актуально для вашего климата, в том числе. Актуальная тема расселения из ветхого аварийного жилья. Думаю, что здесь очень похожая ситуация, и в Якутии тоже есть. Нам удалось переселить почти 3000 человек. Это 876 квартир. Для нас это, честно скажу, такая героическая победа. Этот и многие другие актуальные вопросы обсуждали на нескольких площадках форума одновременно и везде с привлечением экспертов федерального центра. К слову, центральные встречи глав пройдут уже в апреле следующего года в Москве ко дню местного самоуправления. Поэтому региональный день форума в Якутии можно считать лишь подготовкой. Саргалана Неустроева, Станислав Потапов, Владимир Павлов, Якутск. Не потерять корни. Алроса продолжает поддержку коренных малочисленных народов севера Якутии. В этом году алмазодобывающая компания вновь заключила соглашение с правительством республики и Ассоциацией коренных малочисленных народов севера. О взаимном сотрудничестве расскажем в следующем материале. Культурное многообразие народов, проживающих в Якутии, главное богатство республики. В самых холодных улусах, на белых снегах Арктики, бережно чтут свои традиции коренные малочисленные народы Севера. Они должны развиваться на своих землях, вести традиционную хозяйственную деятельность, сохраняя при этом уникальную культуру, традиции и самобытность. Именно поэтому Алроса придает особое значение поддержке коренных малочисленных народов Севера Якутии. В рамках данного соглашения продолжится финансирование проектов и мероприятий, направленных на сохранение этнокультурного наследия коренных и малочисленных народов Севера. Стоит отметить, что
сохранения языков, этнокультурного наследия и традиций малочисленных народов Севера. Это очень важная задача для акционерной компании «Алроса» как в рамках социальной политики, так и в рамках устойчивого развития. Соглашение продолжает долгосрочное сотрудничество «Алроса» в области поддержки коренных малочисленных народов Севера Якутии. За прошлые годы, благодаря поддержке алмазной компании, культура народов Севера увековечена и в книгах, и в цифровых носителях, в проектах творческого объединения «Кандыкан». Финансируя проведение различных мероприятий, национальных праздников, «Алроса» помогает возрождать культурные традиции, чтобы сохранить их для будущих поколений. Естественно, с другой стороны, это презентация опыта наших общественных организаций, опыта нашей республики именно в деле защиты прав коренных малочисленных народов Севера. Именно «Алроса», наверное, в настоящий момент является единственной компанией, которая демонстрирует такой ответственный подход именно в реализации права коренных народов в соуправлении промышленными компаниями в зоне действия, в зоне их действия. Подписанное соглашение стало продолжением многолетней совместной работы и позволяет реализовывать конкретные мероприятия по сохранению национальных языков и культурного наследия северян, в целом устойчивого этнокультурного развития коренных малочисленных народов Севера. Саханефтегазсбыт с 11 декабря полностью возобновил реализацию автомобильных бензинов АИ-92 и 95 на автозаправочных станциях в своих филиалах – Нижнебестяхская нефтебаза, Томодская и Нагорнинская нефтебазы. Ранее введенные ограничения на продажу топлива отменены, что позволит обеспечить стабильное снабжение потребителей. В этом году муниципальная аптека Ленского района отметила свой 90-летний юбилей. Это единственная аптека, которая предоставляет медикаменты по рецептам, изготавливает лекарственные препараты самостоятельно, обеспечивает необходимыми препаратами больницу и ленчан. Муниципальной аптеке под номером 10 90 лет. Это не просто аптека, а можно сказать небольшая фабрика лекарств. На сегодня она единственная в городе, кто отпускает препараты по бесплатным рецептам и производит лекарственные средства. Индивидуальные растворы, мази и капли, приготовленные по особым рецептам. У нас лицензия есть на розничную продажу, есть лицензия у нас на наркотические, психотропные препараты мы отпускаем. Также есть на экстемпоральные, это которые изготавливаем мы сами. Для населения лекарственные формы готовим по рецептам врачей и для больницы готовим растворы. Растворы, мази, капли, порошочки делаем детские, очень много. Коллектив аптеки небольшой, но сплоченный. На весь район всего 4 фармацевта и 4 провизора. У всех стаж работы превышает 40-летний рубеж. Я на всех участках работала. Сейчас вот обслуживаю посетителей. Сейчас бесплатно у нас прекращен отпуск муниципальной льготы, потому что нет в больнице денег. А федеральные мы обслуживаем. Федеральников у нас намного меньше, конечно, чем по заболеваемости. А вообще в день у нас примерно 100, чуть больше 100 посетителей. Мы изготавливаем, и у нас индивидуальное изготовление, и мази, и глазные капли, и капли в нос, которые у нас популярны в городе. Люди приходят, покупают, и врачи их к нам отправляют, и сами уже знают. 3 года назад коллектив пополнился молодым специалистом, фармацевтом Кристиной Мытаревой. Сегодня девушка создает лекарственные средства в условиях аптеки. К своему делу относится с огромной внимательностью и ответственностью, осознавая всю серьезность последствий. Ведь на кону здоровье и жизнь человека. Изготавливаю мазь салициловую. Главное, чтобы растворился полностью вазелин. То есть, чтобы не было кусков никаких, чтобы полностью мазь была гладкая, как говорится. Потом фасовка будет по 400, по 200, смотря сколько больнице нужно. У Елены Трещевой задача не менее ответственная. Девушка готовит растворы, а я их разливаю, стерилизую, обклеиваю. В общем, вот такое. И также готовлю посуду для того, чтобы разливать. И после того, как мы разольем, уже когда привозят посуду, стерилизуем, моем. У нас так фурацилин, хлоргексидин, перекись несколько процентов идет. Потом мы аммиак разливаем, нашатырь. Еще недавно по рецептам аптека обслуживала более 300 человек в год. Средства выделялись регулярно. Сегодня ситуация сложная, и пока неизвестно, как и когда она разрешится. У нас закончились финансирование у Минздрава, и мы не отпускаем льготный отпуск.
совершенно муниципальные, да, люди. Вот в прошлом году, если у нас было 104 миллиона, мы обслуживали людей, а на сегодняшний день 59. И с 26 сентября мы прекратили отпуск. Конечно, это очень печально, потому что препараты очень дорогие. Люди, конечно, возмущаются. Ну, если инсулин стоит 7 тысяч, вот можете представить, человеку их надо 2 в месяц разных. И очень дорогостоящие, конечно. Несмотря на сложности, коллектив не унывает, работает и надеется всегда на лучшее. Верит, что в следующем году все же удастся возобновить отпуск лекарственных препаратов по рецептам. Светлана Валеева, Виталий Андреев, Ленск. Сувак встречает свои 35. 3,5 десятилетия в сердце Южной Якутии реабилитационный центр является маяком надежды и возвращения к полноценной счастливой жизни. Это тысячи историй, улыбок и преодоленных трудностей. Сегодня Сувак – слаженный механизм, осуществляющий социально-медицинскую, бытовую, психологическую и педагогическую реабилитацию. 35-летие Республиканского центра комплексной реабилитации для детей и взрослых с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Сувак» открыло пленарное заседание региональной научно-практической конференции «Современная реабилитация. Опыт, инновации, перспективы». В конференции приняли участие представители социальной защиты, образования и здравоохранения. Работа проводилась в 4 секциях актуально. Это обсуждались вопросы по ранней помощи, обсуждались вопросы оказания помощи комплексной участникам специальной военной операции и их семьям, также инновации, проекты в сфере реабилитации и вопросы комплексной реабилитации детей и взрослых с инвалидностью. Участники конференции, ведущие специалисты Якутии, отметили важность объединения усилий государственных структур, общественных организаций и научного сообщества для дальнейшего совершенствования системы реабилитации и абилитации в республике. На протяжении всех 35 лет этот центр не перестает быть флагманом вот в этом непростом, но очень важном и нужном направлении реабилитации детей. И сегодня мы с гордостью можем сказать, что традиции, славные традиции, тот необыкновенно талантливый, компетентный коллектив продолжает свою работу, продолжает свою благородную работу, оздоравливает наших детей, помогает им становиться крепче, помогает им в жизни, я уверен, всеми своими мероприятиями. Ежегодно Сувак распахивает двери для более 1230 детей и 160 взрослых, включая участников СВО и членов их семей. Реабилитационный процесс здесь не шаблон, а индивидуальный, тщательно продуманный путь. Центр Сувак является основоположником реабилитационной системы в нашей республике. И 35 лет – это такой возраст, когда за спиной уже достаточно большой и бесценный опыт накоплен, а впереди еще много всего, много сил, энергии, успехов. На торжественном мероприятии юбилея были презентованы достижения центра, награждены сотрудники Сувага, состоялся большой праздничный концерт с участием подопечных и друзей центра. Суваг готов к новым вызовам и продолжает свой полет идей и инноваций, чтобы справляться со всеми задачами и в любой момент прийти на помощь каждому ребенку, каждой семье, каждому человеку, нуждающемуся в социальной поддержке. Екатерина Павлова, Андрей Гаянов, Нерингри. Новый год – это время чудес, и особенно тех, что создаются своими руками. В одной из инклюзивных мастерских предпраздничная суета приобрела особый смысл. Здесь не просто вырезают игрушки, здесь создают пространство возможностей, где молодые люди с особенностями развития творят и готовят волшебство для других. Подробности в материале Дарьи Короленковой. Вот такие красивые елочки – лишь часть большой партии. Они уже почти готовы, чтобы отправиться к заказчикам и стать частью праздника. Каждый сувенир здесь – это не штамп, а маленькая история. Сегодня в работе почти 40 деревянных сюрпризов. От традиционных фигурок богатырей-ботуров до изящных новогодних елок, которые украшают оловянными миниатюрами. Сначала ребята делают форму из гипса, потом кропотливо красят ее вручную и укрепляют подставку. Я очень люблю эту работу, помогаю, всем помогаю.
И Максим Вадимович хорошо нас только занимает, учит нас все. Руководитель мастерской Максим Кармишин признается, сейчас объемы не самые большие, но каждый заказ – это глоток жизни для проекта. Главная же мечта – не просто увеличить поставки, а расширить горизонты для своих подопечных. Ну вот, хочется более творческих заказов, каких даже творческих работ. Ну и плюс еще, когда долгое время работают над одним и тем же, даже с учетом того, что вот такой вот крупный заказ нам помогает жить по несколько месяцев потом. Ну, вместе с тем и получается так, что это определенный круг работ, и выполняя которые ребята не осваивают другие манипуляции. Ну, хотелось бы, чтобы ребята более широкий спектр технологических процессов осваивали. И мастерская растет, притягивая тех, кому она нужна. С недавнего времени сюда начали приходить участники специальной военной операции. Для многих это и терапия руками, и возможность получить реальную профессию, чтобы уверенно встать на ноги в гражданской жизни. Поступил на курсы, на столяра. Для открытия своего дела. Хочу стать самозанятым, свое дело открыть и делать там всякие сувениры, декор домашний. И пусть здесь начинается часто с простого, со шлифовки, потом резьба, сборка, работа на станках. Инструкторы терпеливо знакомят ребят с инструментами от ручных стамесок до сверлильных и точильных станков. Это партнерство, где нет особых и обычных, есть общее дело. И благодаря ему молодые люди не только раскрывают творческие способности, но и получают самый важный новогодний подарок – веру в свои силы. Дарья Короленкова, Нюркун Старостин, Якутск. Якутия отправила 132 единицы техники в зону спецоперации за этот год. Помощь оказывается вся республика, общественные организации, физлица из разных районов. Доставляют не только технику, но и адресные посылки, а также изделия добровольцев. К Новому году бойцов ждет еще один подарок с родины – набор продуктов местного производства. Не забывают и о волонтерах, обеспечивающих крепкий тыл. Для них организовывают форумы. В рамках форума волонтеров Республики Саха-Якутия на сегодняшний день идет тесное общение с волонтерскими организациями муниципальных образований, где мы выявляем проблемы, которые являются системными, и в качестве помощи проводим, аналитические мероприятия, в том числе в качестве дискуссионных площадок непосредственно в муниципальных районах. На сегодняшний день прошел форум в Нерюнгринском районе, в Алданском районе. 34-й отряд добровольцев «Ботур» отправляется в зону проведения СВО. На проводах бойцов родные, близкие и те, кто дает самый дельный совет – ветераны боевых действий. Согласно традиции, проходит и встреча тех, кто уже вернулся с передовой. Сегодня наградами отметили мужество и героизм 15 военнослужащих. Центр подготовки «Ботур» ведет свою работу с 2022 года. Для добровольцев проводятся специальные курсы, включающие в себя основы всех необходимых навыков. Конечно, большое внимание мы уделяли тактической медицине, потому что первая помощь на линии боевого соприкосновения – это самое важное, потому что самые важные минуты после ранения – это вот именно самый первый, и ты должен уметь оказать помощь и себе, и своему товарищу, если с ним что-то случилось. Поэтому на этом мы тоже делали очень большое внимание уделяли. Ну и, конечно же, тактическая подготовка, правильное перемещение, правильное обращение с оружием, правильное обращение с автоматами, потому что мы понимаем, что здесь это, конечно, все не настоящее, это муляжи, но там нас ждет работа с настоящим боевым оружием. Шаги в науку со студенческой скамьи. Такого девиза придерживаются участники республиканского конкурса «Шаг в будущую профессию», финальный этап которого прошел в Якутске. Чем удивили экспертов молодые ученые, расскажет Вероника Таюрская. Республиканский конкурс «Шаг в будущую профессию» традиционно приурочен к значимому событию. В этот раз фестиваль посвящен столетию видного политического деятеля Гавриила Чиряева. Гавриил Иосифович, ветеран Великой Отечественной войны, работавший заместителем министра народного просвещения Якутской ССР, руководивший республикой, действительно очень тесно сотрудничал с наукой.
Поэтому даже говорят, что два человека с фамилией Че, да, Черский и Черяев работали вместе. Черский от науки, Черяев от государственного управления. И поэтому мы рады, что в этом году много работ, связанных именно с развитием промышленности, с развитием народного хозяйства, с развитием транспорта, они прошли в финал. Шаг в будущую профессию – это настоящий праздник для студентов. Он является своего рода родственником школьного конкурса «Шаг в будущее». Безусловно, отличием является возраст участников. В финал студенческого фестиваля прошли свыше 500 человек со всех уголков Якутии. Подготовка у меня идет в целом хорошо. Проект у меня на тему древесной гранулы и их измерения. То есть изучение российских, зарубежных и якутских древесных гранул и их сравнение. В прошлом году на данном проекте я тоже участвовал на «Шаг в будущее» и занял 2-е место. Но в этом году мы более обновили мою данную тему. И в этом году я тоже немного волнуюсь, но хочу постараться занять 1-е место, чтобы где-нибудь в России поучаствовать. От такого привычного горного дела до креативной экономики. Фестиваль включил 13 симпозиумов по разным направлениям деятельности. Экспертами в каждой секции по праву выступили выдающиеся ученые в своей области. Как эксперт предварительно посмотрел работы, и мне очень понравилось, что очень сильно включились промышленные, особенно колледжи, которые готовят специалистов как раз для нашей растущей промышленности. И в этом плане нужно отметить уже непосредственно работы, которые представили колледжи, это Хандовский колледж, Ирунгринский, Алданский и так далее, которые, на мой взгляд, они достаточно интересны, и нахожусь в предвкушении ознакомления этим работам для оценки и выявления достойных работ. Победители и лауреаты 1-й степени конкурса смогут отправиться на профильную научную смену в Сосновый Бор. Уже по ее итогам будет сформирована команда республики для участия во всероссийских профильных конкурсах. Вероника Таюрская, Артумен Наговицын, Якутск. Сегодня состоялась церемония награждения и закрытия муниципального этапа всероссийского конкурса «Моя профессия IT». В течение 2 дней команды школ города работали на 3 площадках: в IT-кубе и детском технопарке «Кванториум» и школе номер 39. Участники презентовали свои проекты в 3 треках: геймвед, грамотное использование искусственного интеллекта в образовании и продвижение местного производства. В этом году участие приняли около 50 команд, где в каждой было по 3 человека: менеджер, разработчик и дизайнер. По итогам испытаний лучшие команды получили дипломы и памятные призы. Также они представят проекты на региональном этапе. Моя профессия IT – это уже 10-й юбилейный, получается, год. Все начиналось с того, что в городе начали проводить. Это зарождалось при поддержке Илдархана, получается. Семен Аскалонович тоже очень сильно поддержал тогда это мероприятие. И до сих пор правительство Республики Саха-Якутия очень хорошо поддерживает детишек наших, получается, айтишников, которые в дальнейшем, надеюсь, будут продвигать IT в Республике Саха-Якутия. В московский Кремль доставили главную новогоднюю елку страны – 26-метровая зеленая красавица с размахом ветвей аж в 11 метров. Ее привезли из Подмосковья на специальном автопоезде. На территории Кремля приехала через Спасские ворота. Как это было, в сюжете Айсены Барнашовой. Главная новогодняя елка страны прибыла к воротам Спасской башни Кремля. Лесную красавицу привезли на специальном автопоезде, за рулем которого Дед Мороз. Дедушка Мороз, здравствуйте! Всех с наступающим Новым годом! Лесную красавицу к месту назначения доставили в целости, сохранности. Укладывали аккуратно, чтобы не ломалась ни одна веточка. Очень пушистая елочка, на радость детям, ну и взрослым. Он перевозит главную елку страны уже 6-й год. И каждый раз, как в первый, волнуется. Груз ответственный. Волнуюсь перед каждым заездом, очень большое волнение. Боишься задеть или еще что-то. Будем черепашьим ходом заезжать. Елку доставили из подмосковной Рузы. Дереву 100 лет. Высота 26 метров, обхват ствола 64 сантиметра, а размах нижних ветвей 11 метров.
Пушистую, красивую, ее выбирали долго и тщательно. Отобрали из 24 кандидаток. Теперь путь в Кремль под бой курантов. Специально для этого открыли ворота Спасской башни, что бывает крайне редко. Лишь по особым случаям машина проехала с ювелирной точностью. Это же самая главная елка страны, да, на которую мы любуемся. И наш самый главный праздник – Новый год, который мы очень ждем и спешим поздравить всех. Счастье обязательно, счастье, радости, здоровья. Елку установят на Соборной площади Кремля 23 декабря. Планируется, что зеленая красавица будет радовать нас до конца новогоднего сезона. Айсана Пурнашова, Виктор Олесов, Москва. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.